Дорогие друзья, мы сейчас пройдем очень интересный мастер-класс, познакомит нас с удивительным делом по изготовлению манка из подручных средств, педагог дополнительного образования Дома творчества «Сетим», село Хатасы, Алексей Дмитриевич Осипов. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, охота стартовала, между прочим, на подсадную утку. И недалек тот час, когда будет дан старт для охотников вообще на уток, да, официальный старт. Вы напомните, пожалуйста, какие-то сроки? В Якутии на подсадную утку срок начался с 21 апреля, она будет длиться до 20 мая, а официальный сезон охоты на уток начинается с 11 мая по 20 мая. Всего 10 дней. Всего 10 дней. Да? Ага. Ой, как мало. То есть, но за это время да. надо успеть приготовить манок. Да, конечно. Сегодня мы будем изготавливать духовой манок из подручных средств. То есть мы будем использовать материал такие как пластиковые трубы, кусок дерева нам необходим будет, ну и инструменты. То есть есть покупные манки, но они, как говорится, дорого иногда стоят. Вот такой вариант можно изготовить самим у себя дома из подручных средств. Такой не другой, простой, обычный манок, который не хуже работает, чем вот покупные манки. И стоит практически, ну, ничего не стоит. Ничего да? не стоит. Потому что вот такие вот пластиковые трубы наверняка у многих остается такой вот материал, ну, от ремонта, да, допустим. От ремонта, да. У каких-то знакомых, там, у кого-то, у соседа, например. Ну что, начнем, да? Да, вот начнемте. Сперва нам необходимо будет взять наш материал, то есть эта труба у нас идет размером на 25 и вот на 35. Пластиковые трубы. Пластиковые трубы. Пластиковые трубы. Для них мы будем использовать сварочный аппарат именно для пластиковых труб. Мы его пока включили, она нагревается. То есть действовать надо здесь буквально осторожно, соблюдать технику безопасности. Из инструментов нам понадобится электрический лобзик, шуруповерт сверло, ну и наш традиционный острый якутский нож. У всех охотников есть. А еще вот для подбора размера пластиковых труб мы будем использовать труборез. Специальный такой инструмент, которым мы будем резать наши пластиковые трубы. Начнем, да? Начнемте. Так, мы заранее подготовили размер, вот, как бы сказать, нашей деревяшки, который будет служить для духового манка. Самый основной материал. Вот деревяшка, она какая? Из сосны или что? Да, вот это? получается... Допустим, ножка от стула или от чего-то, да, можно использовать? Вот получается, я его изготовил в каком году? В 2018 году, когда вот мой сын баловался и сломал свою кроватку. Детская кроватка. Да, детскую кроватку, и я изготовил такую деревяшку из сосны. Быстро изготовил, ну и, соответственно, сын вырос с кроватки, ну вот, получается, можно такое использовать. Понятно. Хорошо, так, теперь пока пусть нагревается, мы сперва просверлим отверстие для того, чтобы у нас вышел идеальный звук для нашего манка. Для нашего манка, да. Для этого нам понадобится шуруповерт. В хозяйстве у всех, наверное, есть такой инструмент. Ну и, конечно же, сверло. Сверло можно использовать 8-миллиметровые, ну или 5-миллиметровые. Здесь надо действовать аккуратно. Нам надо, то есть, найти линии роста дерева, и вот они линии роста дерева, и с нижней части просверлить
отверстие. Я вам потом расскажу, почему это делается именно с нижней части. Мгм. Ага. Действовать надо очень аккуратно. До конца, да? Ну, почти до конца, да, получается. Обязательно до конца нужно, Ага. да, пройти? Ага. То есть вот эта вот деревяшечка, вот внутри она выглядит вот так. Ага. Ну, покажем, да, поближе. Мгм. То есть мы просверлили данную деревяшку до этой отметки, получается. Мгм. То есть, А ага. сколько это все на глаз или Да, нужно это как-то? получается на глаз. Тут никакой хитрости нету в Мгм. сантиметрах, миллиметрах. Просто надо подогнать их в стандарт, то есть отверстие не должно соприкасаться с язычком. Мы насчет язычка сейчас расскажу. Мгм. Сейчас вот как мы просверлили отверстие, Мгм. можете даже определиться по тому, что как Сверло входит. сверло входит, ага, докуда оно дошло, вот примерно до этой точки, и сделать. О, у нас дымится уже вот эта штука. Ага, это нормально. Мгм. Так, это нормально. Примерно вот до сюда дошел. Мгм. Ага. И значит мы здесь должны будем Чуть повыше, да? Сделать? чуть повыше должны будем сделать насечку из вот нашего инструмента. Мгм. Сейчас мы проденем, чтобы она зафиксировалась. Ага. И еще один момент, да, почему именно я сделал тут с нижней части. Мгм. Это получается для того, чтобы нам оставить место для язычка, который будет при надувании, да, можно Мгм. сказать. Выдувание будет. Выдувание, ага, Ага. она будет Издавать издавать звук. звук, да, Мгм. издавать звук, ага, Похоже вот на утиный да. зов. Так, Мгм. берем и аккуратно делали насечку. Мгм. После того, как сделали насечку, мы берем якутский нож, Мгм. ну или любой нож, ну в нашем случае наш традиционный якутский нож, Мгм. и отмерив насечку, Мгм. мы его таким образом, ага, Обрубаем. обрубаем. Ага. Мгм. И у нас должно вот вышло отверстие. Ну, ничего, то, что чуть она криво пошла, это большой роли не играет. Главное, нам вот это отверстие должно не доходить до конца, Мгм. а вот быть посерединке. Мгм. Ага. Быть посерединке. Вот Мы, единственное, вот это важный момент, да? да, вот Такой вот. важный момент. Мгм. И отверстие, вот я сказал, то, что надо сверлить чуть снизу, Мгм. для того, чтобы отверстие не выходило сверху. То Мгм. есть язычок будет прикрывать верхнее, ну, как бы сказать, пространство, а нижнее должно быть полностью открытое, вот, Мгм. просверленное. Ну да. Мгм. Хорошо. Мгм. Так, Чтоб воздух хорошо выходил. да, чтобы воздух хорошо выходил. Теперь нам надо сделать еще одну насечку, то есть получается а, не как вот не сразу сверху, а вдоль ее. То есть для того, чтобы зафиксировать наш язычок. Для этого нам необходим будет тоже Инструмент. инструмент лобзик на пару миллиметров, на 2-3 миллиметра. Вот так вот у нас получилось. Мгм. Мгм. Туда мы будем просовывать наш язычок, Мгм. и наш язычок будет фиксироваться вот таким вот обрубком дерева. Мгм. Мгм. Кстати, для язычка
я использовал, ну, и люди используют различные материалы, а я вот использую рентген-снимок. То есть в 2014 году было, или в 2015 я ну, руку повредил, и там вскоре в этом... И он что, не нужен, что ли, этот Да, снимок? получается, да, он не нужный был. Вот кусочек взял оттуда. Вот, как говорится, все, что было под рукой, можно использовать. Мгм. А вместо рентгеновского снимка можно еще что-то Да, использовать? можно использовать ну, такие... есть же для ламината пластиковые пленки, Мгм. такие плотные. Мгм. Тоже Плотные можно пластиковые Мгм. пленки. Вот их тоже можно использовать. Ага. Так. Тоже на глаз отмеряем. Вот примерно здесь надо нам отрезать Посерединочке, да, посерединочке, нашего да. отверстия, которое мы выпилили. Ага. И получается вот наш обрубок деревяшки, который будет фиксировать наш язычок. Язычок можно по-разному, разные формы вот так вот ножницами выкроить. А это ну, в общем, какую-то роль играет? Да, конечно, эта роль играет. Получается звук, ну, манки бывают разные, из зависимости от язычка звук меняется. То есть можно сделать и под крякву, можно сделать и под черка, можно сделать и на гуся. То есть вот так, в общем, подделать голос Да, подделать да, голос, ага, получается так. разных уток. Продеваем нашу деревяшку. Чуть она. А вы сами на охоту ходите? Да, я, получается, сам охотник. Официально я стал охотником в 2019 году. Имею лицензию, также ружье. Все соответствует со стандартами, как говорится, и законам. Ага. И тоже собираетесь на охоту уже, Да, уже вот собираюсь на охоту. И данный манок я всегда использую. Я такой манок сделал и для знакомых, для своих друзей. Они, Довольны. и они очень довольны. Ага. А это действенный манок. Вот язычок такой. Вот При язычок. выдувании воздуха этот язычок он будет вибрировать, да, и тем самым издавая звуки, необходимые нам. Мы вот такой вот остренький, это кого будет подзывать манок? Сейчас конкретно я не могу сказать. Это будет видно, когда мы будем На охоте. на охоте. Ну, не на охоте, вот сейчас мы продемонстрируем, как, ну, какой звук выйдет у нас. Ага. Можно самому подогнать под крякву, под черка можно подогнать, под гуся. А еще один важный момент. Надо наискосок, чтобы поток воздуха помогал язычку хорошо, ну, вибрировать. Ага. Мы будем делать Углубление такое. ну, Даже как не бы углубление, а наискосок вот вы наискосок, срезаете. да, Ага, срезать ножом вот эту вот нашу деревяшку. Вот. Вот так у нас получилось. Так, отлично. Язычок надеваем. Вот, и вы сейчас зафиксируете, да? Сейчас Деревяшечкой. фиксируем. И теперь вот как раз нам понадобится наш утюжок. Ага. Надо действовать очень аккуратно, потому что он горячий. Такие утюжки продаются в различных строительных магазинах. Они, ну, хороший хозяин для себя может купить. Стоит примерно от 1500 до 2500, ну и больше. К примеру, у меня данный утюжок я пользуюсь уже несколько лет. В хозяйстве где-то за 1500, что ли, тысячи купил. Ну, это тогда было. Сейчас примерно за 2500 можно такие купить утюжки. Она очень необходима в хозяйстве. Именно для плавки вот пластиковых труб.
Давай. Так, вот запахло пластиком Ага. паленым. Палёным. Так, все, поджарили в пластик. Ага. Так, теперь. Все. А что вы делали, кстати? Вы вот для того, чтобы вот эта труба плотненько вошла В другую вот, трубу, то да, есть в другую получается. трубу, да? Ну, этот простой метод, то есть получается соответствующая головка подходит к пластиковой трубе, Мгм. то есть на 25. С наружной стороны она выглядит так, с внутренней вот ну, как Поуже. поуже. Ага. И она как при нагревании, она пластик плавится, и надо ну, чуть поторопиться и зафиксировать. Мгм. И он как бы склеится, да? Да, Вот эти две получается, трубы она уже разных склеилась. диаметров. Ага. Ее просто так уже не вынуть, Мгм. Не сломать. и не сломать. Ага. Так. Вот, а теперь мы будем использовать труборез и таким образом сейчас Отрежем нужную нам отрежем, длину, да? да, отрежем нужную нам длину. Сейчас, подождите. Длина тоже вот примерно вот. Вот и все, да? Вот и все. Мгм. Так, Отрезали. отрезали. А теперь, как говорится, момент истины. Мгм. Так, раз. Вставляем манок. И пробуем. Так, а куда нужно дуть? Вот сюда вот надо дуть. М. С первого раза, ну, не всегда так получается. Ничего. Так, Так, что-то не то мы сделали. Да? Или как? сейчас. Так, манахат трала, ничего. Это можно обрезать. Или Вот сра- здесь или- видно, да? А тут вот, смотрите, у вас язычок коротенький получился. А может там длинный язычок? А куда дуть-то надо? Вот сюда, в деревяшку? Вот нет, сюда. сюда. Ага. Ой, ну слушайте. У меня не получается. Резко надо дуть. А, резко? Ага, резким. Но это тоже требует мастерства. Получается? Да? Да. Ну, как-то... Ну, я тут разгоню всех уток. Ну, примерно так. Ну, примерно так. Так, Ага. надо вытереть. Ага. То есть готовый материал у нас, деревяшку мы просверлили, сделали насечку, надрез. Мы будем сейчас фиксировать наш язычок. Для этого нам необходимо такой вот обрубок, который будет фиксировать наш язычок. Вот так вот это делается. Все у нас зафиксировано, как говорится. И готово. Мы будем сейчас его использовать в деле. Ага. Все, вот этот готовый манок. Пробуем на звук, что у нас получилось. Ух ты! Здорово. Вот, Ага. А попробуем вот готовый, да, вот, ну, заводской, скажем так. заводской у нас. Ага. Ничуть не хуже. Да, я тоже так считаю. Ничуть не хуже. Ага. Здорово. Так Вообще. что советую всем делать свои подручные манки. Это ноль, как говорится, затрат. И, в принципе, можете усовершенствовать дальнейшие на гуся, на крякву и на черка. Мгм. Да. Ну что, дорогие друзья, пожелаем Алексею удачи охотничьей. Пусть Баянай будет благосклонен, и пусть будет у вас очень много добычи, да? Спасибо. Уток. Мгм. Ну что, дорогие друзья, попробуем, да, мужчины, изготовить своими руками из подручных средств. Вот, пожалуйста, бросовые материалы. Вот такой чудесный манок. Всем удачной охоты на уток.